Мы продолжаем программу «7 дней». Важным событием в деловой жизни России и Республики Татарстан на этой неделе стал традиционный Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности ТЭФ-2024 и специализированная выставка Татэнерджи Экспо-2024. На мероприятии съехались представители 17 регионов страны, нескольких стран мира. Свои достижения в сфере энергетики продемонстрировали 87 компаний. А насыщенная деловая программа предполагала не только выставку и обмен опытом, но и обсуждение проблем. Татарстан, конечно, регион стабильный и самодостаточный. Поступательное развитие республики обеспечивает мощный и разноплановый промышленный сектор, который опирается на надежную энергетическую базу. В принципе, все так, но есть, что называется, нюансы. Так, на протяжении многих лет Татарстан остается регионом энергодефицитным. Это означает, что энергопотребление в республике превышает собственную выработку где-то на 5 миллиардов киловатт-часов. Сейчас это соотношение таково. 33 миллиарда киловатт-часов мы потребляем, а где-то 28 миллиардов вырабатываем. Второй чувствительный момент. У энергетических станций, которые сегодня работают на оборудовании и установках иностранных производителей, таких как General Electric или Siemens, из-за отказа западных партнеров от обязательств по выполнению сервисных услуг возникают очень серьезные проблемы. Для понимания, на всех 3 казанских ТЭЦ есть оборудование General Electric. И нам еще предстоит очень непростая и кропотливая работа по импортозамещению в этой сфере. Но есть и обнадеживающие результаты. Сетевая компания показывает пример, как надо работать и развиваться, невзирая на санкции и другие трудности. Тимур Бекмурзин продолжит тему. Выставка «Всегда смотр достижений», обмен опытом. Традиционный Татэнерджи Экспо в этом плане не исключение, а скорее еще одно подтверждение хорошо известного правила. Если хочешь, чтобы тебя заметили, правильно оценили, предложили что-то выгодное, сам сделай шаг навстречу потенциальным и действующим партнерам. Сетевая компания сделала не просто шаг, а уверенный рывок вперед. В презентации не только собственных достижений и разработок, но и своих партнеров, производителей и разработчиков электротехнического оборудования. В результате экспозиция выросла по площади почти в 2,5 раза. С прежних 100 квадратных метров до более чем 250. Зато какой эффект! Сетевая компания Татарстана – одна из самых стабильных и успешных электросетевых организаций России и инновационно продвинутых. Это можно понять и увидеть, в том числе по этому выставочному стенду. В одном месте, в одном пространстве представлены и разработчики технологического оборудования для цифровых подстанций, автоматики и релейной защиты. Это оборудование для трансформаторных подстанций, это автоматизированные системы управления распределительными сетями, это оснастка и оборудование для работ под напряжением, уникальное оборудование и оснастка. А это интеллектуальные приборы учета и электрозарядная инфраструктура. Такая коллаборация науки, инноваций, технологий и производителей. Такой подход оказался еще и символичным. Этот год в Татарстане объявлен годом научно-технологического развития. Генеральный директор сетевой компании Эльшат Фардиев доложил раису республики Рустаму Минниханову и высоким гостям энергофорума в Казани, что именно благодаря достижениям в научно-технической сфере есть и прогресс по основным показателям в электроэнергетике. По показателям SAIDI и SAIFI, средней продолжительности аварийных отключений и средней частоте таких отключений за последние 3 года снижение на 29,6% и 25,4% соответственно. Доля потерь в электроэнергетике у сетевой компании на уровне 6,6%. Это один из самых низких показателей в России. Доля цифровых решений на подстанциях республики в целом более 90%. Есть и совершенно уникальные разработки и достижения у компаний-партнеров сетевой компании. Например, сценительный муфт у нас в холодной усадке. То, что в России не производится. А второе, штекерная система у нас обладает также датчиками напряжения и частичных разрядов. Тоже это наша разработка. Этот проект практически стартовал буквально в прошлом году. Ребята, изучив весь материал, и уже начали более 50 штук таких муфт на уровне 110 киловольт уже установлены. Прошли уже испытания. Все, соответствуют всем требованиям.
Есть уникальные разработки в области решений для автоматики и релейной защиты. Активно сетевая компания работает с российской компанией Таврида Электрик. Она также показала свои разработки Рустаму Миниханову. Еще одно магистральное направление для электросетевиков, по которому они двигаются совместно со своими партнерами и производителями – импортозамещение. Благодаря такому взаимодействию в Татарстане сформирован настоящий электротехнический кластер с площадками в Зеленодольском районе и в Казани. Зеленодольский электротехнический завод показал Раису Татарстана последние новинки, в частности вакуумные выключатели для трансформаторных подстанций Made in Татарстан. У нас есть предприятия, способные выпускать как металлические изделия, пластики, различные изоляционные материалы. Поэтому не составило труда, так скажем, локализовать производство здесь. Тем более, что данный выключатель востребован не только на объектах сетевой компании, а также на промышленных предприятиях. Все, что касается работ под напряжением, это особая гордость Татарстана и сетевой компании. Здесь мы и зачинатели, и законодатели МОТ, и лидеры. В Заинске с 2016 года работает Центр работ под напряжением, о котором теперь знают не только в России, но и в Белоруссии, Азербайджане и других странах. Когда мы первый раз это увидели, вообще не поверили. Думали, фантастика. Думаем, уже в этом году как-то внедрить новые технологии по работе под напряжением уже в сетях Азеришеля. Еще одна совместная с Иннополисом разработка специалистов сетевой компании заинтересовала Раиса Татарстана. Это электрическая, это моторная, да? Сами по себе беспилотники для облета воздушных линий уже используются, но, во-первых, это уникальная татарстанская разработка, а второе и главное, сетевая компания совместно с Иннополисом разрабатывает специальное программное обеспечение для обработки данных с дронов. И обработка эта будет вестись в автоматическом режиме. Подписание соглашения. На полях форума в Казани было подписано важное соглашение между сетевой компанией и российской компанией «Монитор Электрик». Компании давно и успешно сотрудничают в области цифровизации, в частности в разработке цифровой модели электросетевого хозяйства Татарстана. Такой цифровой двойник уже создан и работает. Настало время пойти еще дальше, сделать применяемое в нем программное обеспечение полностью импортонезависимым. Сетевая компания, она изначально была очень сильно ориентирована на современные цифровые технологии. Поэтому мы здесь нашли огромное количество грамотных специалистов. Казань – это на самом деле тот город, в котором проекты делаются очень быстро и очень с высоким результатом. Мы очень благодарны руководству сетевой компании Ильшату Шаеховичу. Без него, наверное, бы такие большие проекты были бы просто невозможны. Хорошие результаты рождаются, когда идет взаимодействие разработчиков, функциональных заказчиков, методологов. И я думаю, что данная работа она будет успешной. Системная работа по цифровизации и повсеместному внедрению интеллектуальных приборов учета именно сейчас начинает приносить наибольший эффект, когда появляется возможность как для более тщательной и внимательной аналитики полученных данных, так и для их прикладного использования. Например, получил реализацию уникальный проект по контролю за безучетным потреблением электроэнергии с помощью нейросетей. Если проще, энергетики не позволяют больше безнаказанно воровать электричество, взяв на службу искусственный интеллект и нейросети. Проект вызвал огромный резонанс и интерес в ходе обсуждения на круглом столе, организованном АО «Сетевая компания», а также реализованный проект получил гран-при форума. Была разработана нейросеть, обучена на данных, которая позволяет в течение дня проверить 1000 потребителей. То есть по точности выявления, соответственно, проводили выезды и выявили, что там порядка 94%. Сейчас уже через эти счетчики, через алгоритм, программные продукты, сейчас уже принимаются совершенно другие решения, которые уменьшают, я бы сказал, капитальных вложений, но при этом эффективность и управление получает намного раза выше. Важной частью форума также стало заседание комиссии Госсовета России по энергетике с участием Раисы Татарстана Рустама Миниханова и председателя комиссии губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев рассказал о своем видении вопроса достижения технологического суверенитета в энергоотрасли. Всем сейчас ясно, впереди еще много работы. Расслабляться, снижать темпы развития нельзя, просто опасно в текущей ситуации. Значит, будем ускоряться, говорят в сетевой компании. Идеи как уже есть. Есть совершенно уникальные идеи, которые мы над ним сейчас работаем. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Роман Безменов. 7 дней.